У нас здесь присутствуют представители Центра спорта и туризма, которые вам вы можете, вернее, задать какие-то организационные вопросы также. У кого нет звука, попробуйте другой браузер или кэш почистить. Ну, сейчас у вас в правой половине экрана должна появиться копия нашего экрана, на котором вы видите сайт дети11.рф. В прошлом году этого сайта не было, и заявления подавались двумя способами. Либо через портал ЕПГУ, Республики Коми, то есть либо через этот портал подавались родителями самостоятельно заявления, либо они приходили в школы, где могли вместе с документами вот в эту систему e-услуги подать заявление в школе. В этом году был сделан сайт для подачи заявлений в загородно-оздоровительные лагеря дети11.рф. Здесь, нажав на кнопочку, родители могут и представители сами сформировать заявление. На данный момент вот эта кнопка, она у нас не активная, то есть она начнет работать в апреле, когда точно будет известно после, я так понимаю, утверждения приказа, который еще в разработке по некоторым моментам, мы его обойдем. То есть после нажатия этой кнопки родители будут переадресовываться на вход через госуслуги. То есть они через госуслуги смогут в эту систему зайти и подать заявление, выбрать смену, лагерь. Появляется первое, что мы видим, это выбор муниципалитета. На данный момент здесь не все муниципалитеты видны. Это в результате того, что не все параметры пока рабочие забиты в геоуслуги. К апрелю здесь появятся все муниципалитеты плюс один, я так понимаю, будет называться ГОУ. То есть в государственное образовательное учреждение нужно будет выбирать ГОУ. В проекте вот так вот хотим сделать. Сейчас попробуем на Сыктывкаре. То есть у нас далее появляются параметры заявителя. Не обязательные для заполнения параметры отмечены у нас звездочками. Как только мы их все заполняем, появляется следующая порция информации, которую мы должны ввести. Очень тихо, да? Хорошо, погромче постараюсь говорить. Так, вводим серию свидетельства о рождении. Номер, кем выдан и когда. Так, дальше.
Обязательно указывайте, пожалуйста, способ связи e-mail. Это даст нам возможность, родителям, вернее, получать уведомления при смене статуса, когда мы будем заявление переводить из статуса «новое» в очередник, когда на оплату или когда документы уже проверены, оплата получена, переводится в статус «направлен в ЗОУ». Соответственно, родитель сразу получает уведомление на электронную почту. С шаблоном я вам позже покажу, там можно будет дополнительную информацию, которая вам нужна будет, туда размещать по муниципалитетам. Так, выбираем дальше смену. Здесь мы видим прошлый год, который позже уберем. Ну, вот 2019 у нас тестовая есть и Гренада. Ну, давайте тестовую выберем. Привилегий нет? Или Гренаду. Юный спасатель. И по этому параметру ищем, что нам система подберет. Вот нам выдает список загородных оздоровительных лагерей, где под нашим параметрам, по срокам, по категориям, привилегиям на оплату, но у нас нет на данный момент, подбирает нам перечень организаций. И пишет, сколько есть вакантных мест и сколько заявлений уже туда подано. То есть мы это дело оперативно можем наблюдать. Родитель видит. Далее указываем, где наш ребенок учится, от какой организации. Класс указывать не обязательно. Ниже ставится галочка «Я даю согласие на обработку персональных данных». Согласен с документами. Здесь планируется разместить еще дополнительно, что родители ознакомлены со сроками подачи документов, оплаты и защиту от спама. G2. После того, как мы заявление подали, оно у нас принято, у нас система нам формирует наш номер нашей заявки. Вот он у нас виден на экране, его желательно скопировать. В принципе, по электронке, если вы указали электронку при регистрации, этот номер придет на электронную почту заявителя. В дальнейшем можно на сайте дети11.рф проверять состояние этого заявления. Ну, давайте проверим. Нам номер нужен. Оно у нас в статусе новое, сейчас должно в системе быть. Вот оно у нас есть. Тип заявления. Вот статус новое. Все эти заявления, поданные этим способом, автоматически попадают в систему e-услуги. Давайте зайдем под школой, под которой я оформлял 36-я. И посмотрим, как выглядит из-под школы это заявление. То есть мы с вами во вкладке «Реестры», во вкладочке «ЗОЛ», загородные оздоровительные лагеря, соответственно, можем видеть все лагеря, в которые заявления могут быть поданы. И во вкладочке «Заявления» мы можем дети заявлений в ЗОЛ выбрать и посмотреть все заявления, которые когда-либо были поданы по нашей школе. За прошлые года тоже. Для того, чтобы отобрать только текущие заявления, мы с вами здесь вверху должны выбрать фильтр.
либо период, и здесь у нас 2019 год, я так понимаю, можно по 2019 году будет. Вот оно, третье наше заявление в статусе «Новое». Либо по фильтру «Смена». Можно по смене смотреть. Так, и можно... Так, что у нас есть по... То есть по... Вот еще 4 фильтра есть, которые у нас по оздоровительным лагерям. По лагерю по конкретно, по наименованию можно поискать. Ну, по смене, по периоду. То есть можно отфильтровывать, чтобы вам 2018 год не мешал. Дальше. Второй способ подачи заявления в эту систему – это когда родитель непосредственно приходит в образовательную организацию, в школу с документами, ну или без документов, первый раз можно, и подает заявку из школы. То есть сотрудник школы заходит в эту систему, выбирает в реестрах, во вкладке «Реестры» пункт меню «Регистрация заявления» и вручную то же самое, что мы с вами на сайте Дети 11 РФ забивали через госуслуги, то есть мы сюда то же самое, те же самые параметры вводим. По поводу вот этого поля гражданства, хотел бы на нем остановиться ненадолго. Очень часто звонят и говорят, у нас вот дальше кнопочка «Далее» потушена, мы не можем принять заявление. Здесь гражданство Россия выбрано, но нужно добавить, нажать кнопку «Добавить». То есть пока мы кнопку «Добавить» не нажали, у нас, несмотря на то, что здесь Россия стоит, это поле не заполнено считается. Видите, оно внизу у нас появилось. То есть вот таким образом нужно Россию добавлять сюда. Если не добавлено, то, соответственно, дальше мы пройти не можем. То есть вот таким образом мы те же самые параметры заполняем в этой системе. Далее все заявления со статусом «Новые» мы с вами видим вот в этом списке. То есть вкладочка «Реестры», пункт меню «Заявления», «Дети с заявлением в ЗОЛ». Если мы зайдем внутрь заявления, соответственно, мы здесь можем поменять статус. По сравнению с прошлым годом есть изменения по статусам. Статус «Проверены документы», по-моему, у нас отменяется. То есть статус, когда родители подают заявление, либо через сайт Дети 11, либо через школу, оно у нас появляется со статусом «Новое». И в системе оно остается с этим статусом до тех пор, пока родители в соответствии с регламентом в установленные сроки не принесут документы для подтверждения. Как только они принесли, подтвердили документы, по поводу подтверждения в деревнях и в селах можно 7 дней, обычно 7 дней. Подтвердить можно в школе. Не нужно с документами идти в муниципальное. По поводу школ я имею в виду. Не нужно ехать в управление куда-то. Можно в школу прийти, и в школе вам могут статус поменять на очередник. Как только вы представитель ребенка подтверждает документы, мы переводим статус заявления в очередник. Да, вот по поводу этой ошибки. Значит, возникает у нас на данный момент ошибка, какая-то техническая проблема. Разработчикам мы отправили информацию.
Они пока отписали, что разбираются. То есть это не с правами связано, то есть пока непонятно почему. То есть в ближайшее время будет исправлено. Давайте я переключусь на нашу учетную запись, на Криро, и дальше по статусам через нашу учетную запись. Такая ошибка только от школ происходит. Выберу Сыктывкар. Заявление в загородные оздоровительные лагеря. Так, как только, значит, документы подтверждают, мы переводим статус очередник. Ну, в данном случае это дубль, поскольку такой у нас... Ну, другое давайте возьмем. Вот это с дублем просто у нас получилось, потому что такой ребенок есть уже в системе. Так, другое новое. Возьмем вот это, да, попробуем? Очередник, предположим. Статус изменился на очередник. То есть это после подтверждения документов. После меняется на оплату. Угу. То есть после того, как вы документы проверяете, то есть у вас образуется как, в реестре какое-то количество заявлений со статусом очередник. Из этих заявлений очередник вы передаете их на оплату. Заходите в заявление и переводите статус на оплату. Здесь можно указать какой-то комментарий. Например, такого-то числа состоится родительское собрание по такому-то поводу. В чем суть? Когда мы с вами меняем статус с любого на любой, с нового на очередник, с очередника на оплату, родителям на e-mail приходит письмо. Ну, допустим, про родительское собрание здесь пишем. Вот у нас статус на оплату. После того, как родители оплатили, Центр спорта и туризма средства, потому что к ним приходят, они контролируют оплату и, соответственно, по поступлению оплаты переводят статус, меняют статус у этого заявления на направлен в ЗОЛ. При изменении статуса эта информация для курирующих муниципалитетов. Значит, в настройках есть вот такой вот параметр, шаблон сообщения. Для каждого муниципалитета, насколько мы сейчас проверили, он свой. То есть если мы сейчас под Сыктывкаром, мы здесь можем что-то отредактировать. То есть при смене статуса родителям в Сыктывкаре будет приходить вот это сообщение. Добрый день, поданное вами заявление переведено из статуса такой-то в такой-то, такого-то числа. Это родители по e-mail, если вы забили e-mail при регистрации или родители указали e-mail при регистрации, получают это сообщение. Здесь можно указать какую-то дополнительную организационную информацию, если вам нужно конкретно по вашему муниципалитету. Телефоны, куда обращаться, время,
Так, ну и все, соответственно. По СМС. Два момента. Почему по СМС уведомлений нету? Первый. СМС-шлюз, через который система будет передавать СМС-сообщения родителям, он не бесплатный. Это раз. Второе. Это нужно в настройках задать. На данный момент СМС-шлюзом, насколько я знаю, у нас не пользуются, оплаты нету. И, соответственно, в настройках это дело не задано. Там пусто. Так, ну по самой процедуре все. Статус на оплату, вот Центр по туризму у нас представители, они говорят, что да, статус на оплату теперь ставит школа. Центр по туризму эту оплату отслеживает, когда к ним приходят на расчетный счет средства, они меняют направлен в ЗОЛ. Кто меняет статус? Значит, после подачи заявление у нас со статусом новое. Школа заходит, при подтверждении документов ставит статус очередник и потом ставит статус на оплату. После получения оплаты Центр по туризму ставит статус направлен в лагерь. По поводу государственных образовательных учреждений. Вопрос вот по добавлению в список, они в e-услугах есть, но по поводу интеграции на сайт ЕПГУ вопрос пока решается. Технически настройка производится. Если есть вопросы, в чате напишите, пожалуйста. Алло, добрый день. Поступил вопрос по поводу, кто заключает договоры с родителями. Договоры с родителями подготавливает Центр спорта и туризма согласно спискам, которые предоставляют муниципальное образование. И затем договоры с нашей стороны подписываются и отправляются в муниципалитет, управление образования, где они уже ведут работу с родителями. Итак, еще раз, если вы школа и хотите увидеть ваше заявление, в заявление родителя, вам необходимо зайти в заявление, дети из заявлений в ЗОЛ, и здесь вы видите ваше заявление. И тогда напоминаем еще раз, то есть если вы хотите найти конкретного родителя или заявление,
или фамилию ребенка. Ищите, вот, например, фамилия, ребенок. Соответственно, с помощью этого фильтра находите интересующую вас позицию. Вообще, в целом, инструкция по подаче заявлений будет готова и отправлена, соответственно, на все муниципалитеты, во все муниципалитеты нашей республики. Статус заморожено. Значит, смотрите, да, у нас появился статус заморожено. Если он существует у нас для тестовых заявлений, которые подаются у нас в тестовом варианте. То есть, если вы не хотите отказывать, либо переводить какие-то другие статусы, вы можете его просто поставить заморожено. И, соответственно, вы потом его не увидите в системе при работе уже с ним. Дайте, пожалуйста, приказ. Коллеги, смотрите, у вас появляется много вопросов по поводу того, в каких случаях, когда переводить статусы. Наше министерство выпустило приказ номер 91П, в котором подробно изложена иерархия статусов и кто в какие должен переводить. В данном случае вот вас больше всех вопросов интересует, когда ставится статус на оплату. Вот пункт приказа 3.10. Ответственное лицо уполномоченного органа выдает и заключает договор с заявителем ГИС ИО, это, соответственно, школа. И, соответственно, вы переводите в статус на оплату. После того, как вы получили договор и передали родителю, вы переставляете статус на оплату. Центр спорта и туризма видит то, что оплата поступила, и после этого меняет статус ребенка на отправлен в ЗОЛ. В течение 5 календарных дней должна поступить оплата на расчетный счет центра. Вот как раз этот приказ номер 91П находится сейчас на сайте Министерства образования, и вы можете его оттуда забрать. В случае, если ребенок отказывается от заявления, точнее, ребенок не выезжает из лагеря, извините, лагерь, ребенка необходимо перевести в статус отозвано, если это по инициативе родителя, либо отказ, если по инициативе органа оператора ЗОЛ. И в таком случае дальше необходимо переводить ребенка в следующего в очередь, если он, конечно, успеет внести оплату. Если не успеет, соответственно, ребенок поехать не сможет. Вопрос Яны Александровны. В ее услугах родители зарегистрироваться не могут. В эту систему можно зайти только с компьютера с VIP-нетом и с секрет-нетом. Это определенные компьютеры в образовательных организациях. В ее услугах работают только сотрудники образовательных организаций управления образования, Центр спорта и по туризму. Сотрудники организации для просмотра заявлений вот как раз заходят через ее услуги. Родители, чтобы отследить статус своего заявления, могут либо на сайте по номеру, который им пришел на e-mail, отслеживать, либо по звонку в школу как-то с ними контакт держать. Галина Игнатьева, значит, смотрите, по поводу того, кто отслеживает эту работу. Это необходимо вам решить на уровне вашей организации, либо на уровне муниципалитета. То есть
На самом деле это на ваше усмотрение. То есть ответ, что работники школ в отпусках, здесь не стоит. Итак, Оксана, смотрите, как вы видите заявление на 2019 год? Вы, находясь в своей учетной записи, заходите в реестры «Дети заявлений в ЗОЛ». В случае, если у вас существуют незавершенные записи, вам необходимо выбрать либо первый вариант. Да. Секунду, проверим звук. Вопрос, если оплатили уже родители, но отказались и билеты куплены, вы имеете в виду, если билеты куплены с муниципалитета, например, до Сыктывкара, то вам необходимо написать заявление в адрес центра на возврат, приложить реквизиты, куда необходимо перечислить средства, и заявление. По поводу заявлений, которые были с прошлого года. Смотрите, вам необходимо будет выбрать в фильтрах период. Соответственно, будет период лета 2019. На сегодняшний день это тест 2019. И, соответственно, мы не видим заявления с предыдущего года. Мы видим только вот эти наши новые тестовые заявления. А если мы зайдем в заявление летнего периода 2018 года, мы видим, соответственно, все заявления предыдущие. Время получения договора. По поводу вопроса задает школа-интернат. Раньше не подавали заявление через какую-либо систему. Получается, в этом году необходимо зарегистрироваться в e-услугах родителям для подачи заявления. В этом году такая же система, как и в прошлом. Школы-интернаты не заявляются через данную систему. Им необходимо родителям подойти в свою школу и написать заявление. Ирина Анатольевна, про ГОУ, повторяю еще раз, государственное образовательное учреждение в e-услугах есть, просто подключение их для подачи заявлений требует некоторых настроек. Они к апрелю должны быть сделаны. Видеозапись будет выложена на сайте у нас в Криров, в видеозале. Вы можете в дальнейшем посмотреть
как пользоваться. То есть видеозапись будет выложена. А ответы на наши вопросы вы слышите? Плюсик поставьте, пожалуйста, если звук есть. Ага, ну хорошо, звук есть. Да в какую школу должны подойти родители? В какую школу должны подойти родители и какие родители? Ну, не совсем понятно. Это по поводу интерната? А, Ирина Анатольевна, ну, насколько я понял, интернаты не участвуют в этой системе, да? А как они подают заявление на детей? Не подают? Ирина Анатольевна, родителей в интернате, понятно, что нету. Интернат подает. У вас там дети оформлены в систему на директора. То есть родителям стоит, как правило, директор. Вы подаете заявку в Центр спорта и туризма. И Центр спорта и туризма ваши заявочки обрабатывает, не школа. То есть вы в e-услугах не работаете. София Виноградова, в какую школу должны подойти родители и какие родители? Если по поводу интерната, то интернат пишет заявочку. Если не по поводу интерната, мы вопрос не поняли. Приказ 91П. Где посмотреть? От 6 марта 2019 года, прошу прощения. В интернете нету 91П. 91П. Это приказ, да? А у нас есть интернаты, у детей есть родители. Для нас Центр спорта и туризма будет оформлять заявку. Вы же для интернатов, Интернаты подают, да, подают заявку также. Родители не должны. Если дети в интернате, тогда заявочку подает интернат, не родители. В любом случае, есть они, нет, интернат подает заявку в Центр спорта и туризма по приказу 91П. Я попробовал в Гугле и в Яндексе найти, не выдает этот приказ. Очень много других. Так, ну это у нас приказ Министерства образования, науки и молодежной политики от 6 марта 2019 года 91-П. Соответственно, его в Минобре можно будет запросить, чтобы вам перевыслали. Если студент, находящийся под опекой, обучается в техникуме, а опекун проживает в районе, где подается заявку на стипендию, по месту проживания опекуна в организации. Вот это и будет сложно, потому что ребенок в муниципалитете прописан, обучается в каком-нибудь техникуме сертификата. Как он подает заявление? Коллеги, значит, нашли приказ, у нас действительно размещен на сайте Министерства образования.
Вот, в вкладке «Оздоровление, отдых детей», нормативная база. Вот он, третий приказ, приказ Министерства образования, науки, молодежи и политики, 91П. Куда мне надо его перевести, чтобы было видно? Вот, если вы видите на экране, да, оздоровление, отдых детей, нормативная база. И приказ, соответственно, здесь прикреплен. Значит, по поводу того, какое время сотрудник должен сидеть все лето, не все лето, всю зиму. Это вопрос больше организационный. То есть каким-то образом, я так понимаю, нужно взаимозаменяемость сотрудников же есть, ИО есть, там кто-то уходит в отпуск, его же кто-то заполняет, заменяет по совмещению делают. По какому номеру можно задать уточняющие вопросы в процессе работы? Нам можно на 28 60 11, добавочный 338, это Институт развития образования, и Центр спорта и туризма. По поводу прописки, да? Ну вот прописан в одном муниципалитете, учится в другом. По поводу того, если студент государственного учреждения прописан, если место регистрации не совпадает с местом обучения. Смотрите, квота для государственных учреждений, она едина на всю
То есть вам достаточно просто будет зайти в систему ГИС-СЭО и выбрать, соответственно, не выбор муниципалитета. Почему? Сейчас я вам покажу. Вот. Вам необходимо будет выбрать не муниципалитет, а государственное образовательное учреждение. Соответственно, из этой квоты вы будете выбирать. Анастасия, прошу, запись вебинара будет у нас на сайте Криро выложена завтра, послезавтра, в крайний срок. Она просто сутки где-то формируется. На сайте Криро в разделе «Видеозал» будет запись. Я думаю, Андрей Борисович сам начал сейчас ответить больше. Он сформулировал вопрос те, кто работы летом еще раз. Этот вопрос поднимался на ВКС. Вам руководители министерства, по-моему, внятно ответили. Мы как специалисты, которые показываем вам технически, как делать заявления в систему и как их обрабатывать, мы вам на этот вопрос не ответим по той простой причине, что это вне сферы нашей компетенции. Яна Александровна, школы-интернаты подают заявочки в Центр спорта и туризма напрямую. Если вы школа-интернат, то вы в Центр спорта и туризма, как в прошлом году, подаете заявку. Они оформляют ее. Мы вопрос, Андрей Борисович, видим, что ребенок в деревне вопрос не понимаю. Ну, ребенок в деревне, он что, сам документы подтверждает? Родители могут без ребенка... Мы, честно говоря, не совсем вопрос понимаем, Андрей Борисович. Если ребенок в деревне, он же не сам документы подтверждает. Твои родители могут прийти в школу и подтвердить. В Сыктывкаре, да.
Ну, если ребенок и родители все в деревне, то, ну, на мой взгляд, ситуация следующая. Я записался куда-нибудь в турпутевку, а сам уехал. И билеты не купил и не проплатил. Ну, как вариант, в деревне, наверное, должна быть сельская какая-то деревенская школа. Можно прийти с документами в эту школу. Ну они заявлений не увидят своих, да? Да, не вариант. Они подали заявление из деревни по интернету. Они не смогут. Школа видит только свои заявления. Ну, ребенок в школу в 36-ю, например, ходит нашу, они уехали там в школу. В Склонская школа видит только свои заявления. По поводу подтверждения документа, если мы все в деревне, однозначно нужно документы как-то подтвердить, принести и показать лицу, который либо в школе, нужно как-то подтвердить, что это действительно этот ребенок. Это во-первых. То есть подтвердить намерение и оплату, соответственно, тоже произвести каким-то образом. Ульяна Андреевна, по поводу вашего вопроса, хранить или не хранить вам в печатном виде копии, это вы должны решать самостоятельно. То есть все заявления хранятся в ГИСЭВА, нам это достаточно.
Так, ну что, давайте завершить, если я думаю, вопрос закончился. Уважаемые коллеги, если вопросов больше нет, то заканчиваем. Запись видео будет выложена завтра, ближе к вечеру в разделе «Видеозал» на сайте kriro.ru.